Сейчас карту заведете, мы это все. Я сейчас заведу карту. Да. Поговорить с врачом-терапевтом, посетить дерматовенеролога, сделать ЭКГ или УЗИ, а также сдать анализы. Сегодня в роли пациентов врачи и медицинские сестры Троицкой врачебной амбулатории. Захидат Мальсагова работает в медицинском учреждении терапевтом уже 5-й год. На здоровье не жалуется, но профосмотры проходят всегда. В настоящее время нет никаких жалоб, мы себя считаем здоровыми, но может быть такое, что где-то что-то у нас кроется. Чтобы это выявить, есть такие мероприятия, как диспансеризация, периодические профосмотры. В этом кабинете сейчас обустроена своего рода лаборатория. Сотрудницы медучреждения могут сдать здесь общий анализ крови, биохимический, а также на онкомаркеры. Особенно важны два последних. Их в условиях амбулатории не сдать. Нужно ехать в районную больницу. Спасибо главврачу района, да и нашей заведующей, что уделяют такое пристальное внимание, следят за здоровьем своих сотрудников. Мы очень благодарны, что они, отрываясь от своей работы, приехали уделить нам внимание. Профилактические осмотры проводятся 1 раз в год. Принимают в них участие сотрудники старше 40 лет, которые могут комплексно оценить свое состояние здоровья благодаря такой инициативе. Главная цель профосмотра – выявить опасные заболевания, которые на ранних стадиях могут протекать бессимптомно. Такой подход смещает акцент с лечения запущенных случаев на их предотвращение. Во-первых, все базируется в одном месте, никому никуда выходить не нужно. За раз всех специалистов прошли. По-моему, это очень даже хорошо и приветствуется. Было бы хорошо, и будем продолжать. Пока у нас первый этап, потом пойдет второй этап, другие специалисты подключатся. Диспансеризация и профосмотры позволяют всего за 1 день пройти несколько врачей, в том числе узкопрофильных, и сдать основные анализы. А медицинские сотрудники, как никто, осознают важность этого, а потому принимают активное участие. Мария Макиева, Сулейман Костоев, Магаз 24.